школе постоянно говорят, что главное в жизни это хорошее образование. Но ведь эти же знания нужно грамотно уметь преподнести. Я знаю, что для того, чтобы устроиться на работу, нужно предоставить резюме. На его основании идет подбор кандидатов на определенную должность. Удивительно, но в школах почему-то нас такому не учат. Зато нас учат писать сочинения, изложения, диктанты, но никак не резюме. На днях я наткнулся в интернете на очень любопытный проект. Его реализует одна из основательниц уже известного нам проекта «Нефтяная кухня» Айгуль Шадрина. В своем инста-аккаунте она разбирает резюме всех желающих. Я тоже решил принять участие в этом проекте. Смотрите, что у меня получилось. По вашему мнению, для чего надо уметь писать резюме? И как это может пригодиться именно нам, школьникам? Паша, привет! Спасибо большое, что отправил мне свое резюме. Меня зовут Айгуль Шадрина, и я помогаю школьникам раскрывать их таланты. Действительно, раньше резюме нужно было для того, чтобы просто устроиться на работу. Но сейчас у школьников есть очень много разных возможностей. Например, можно попасть в какой-нибудь специальный лагерь или в специальную школу, или стать участником какого-нибудь необычного школьного проекта. Мне нравится, что ты очень подробно все про себя написал. И, кстати, всем школьникам советую так сделать. Ты указал про свою учебу, рассказал про то, чем ты занимаешься еще. Напиши про то, как ты учишься в школе, про свои оценки, какие предметы ты больше любишь, может быть, про какие-нибудь достижения или школьные проекты. Это очень-очень важно указать. Если вы все еще думаете, что умение грамотно писать резюме это только для взрослых, это не так. Взять и вот так сходу собрать на одном листе все свои таланты, уникальные навыки, полученные на дополнительных курсах и вебинарах. Не так-то просто это. А еще резюме помогает понять, к чему у вас есть склонности и какая сфера деятельности вам больше по душе. Верно составленное резюме поможет не только получить работу мечты в будущем, но и поступить в новую школу, получить грант или просто поучаствовать в конкурсе и побеждать. Павел Григорьев, специально для Горы новостей.